Служба сотрудников рыболовства облегчится в разы. Сегодня в Магасе на площади Алания Юнусбек Евкуров торжественно вручил представителям Росрыболовства Северного Кавказа ключи от 8 новых автомобилей. Такой подарок сотрудникам преподнесли в Федеральном агентстве по рыболовству. Репортаж Зелимхана Калоева. Сразу 8 ключей от новеньких автомобилей находят своих обладателей. Сегодня их получают представители Росрыболовства со всего Северного Кавказа. Такой подарок им преподнесло Федеральное агентство по рыболовству России. Особая миссия вручить ключи досталась главе Ингушетии Юнусбеку Евкурову и руководителю Западно-Каспийского территориального управления Росрыболовства Магомеду Джафарову. Сегодня мы делаем один из шагов для того, чтобы улучшить условия работы тех, кто находится и работает в этом ведомстве, и те обособленные отделы, которые находятся на территориях, они должны быть, конечно, обеспечены и материально-техническим имуществом, для того, чтобы было комфортнее работать. В каждом регионе, а я это знаю не понаслышке, совещаясь и на уровне Министерства по делам Северного Кавказа, и на уровне полпредства, мы слышим отчеты о том, что не только Махачкала, который находится на Каспии, но и уже регионы Северного Кавказа довольно серьезно занимаются рыболовством. Не остаются от этого и Республика Ингушетия, поэтому с каждым днем у обособленного отделения работы все больше и больше будет прибавляться. Я желаю успехов, здоровья, счастья. Ну а вам, Магомед, спасибо за то, что так заботливо относитесь к своим подчиненным, и уверен, что они также не будут подводить вас в своей работе. Радушная встреча для нас. И я уже говорил, Юнусбек Магомедович, что наши сотрудники хотели получить ключи именно от вас, потому что герой страны, герой России. Поэтому, я думаю, это будет почетно для них. Спасибо вам большое. Спасибо еще раз. Магомед Джафаров также отметил о необходимости таких машин для сотрудников Росрыболовства, учитывая специфику их работы. Авто получили отличившиеся инспекторы. Помимо лучших результатов составления материалов, и не только материалов, это и качество материалов, но все-таки поощрение, это вручение этого транспорта главой одной из динамично развивающих республик Северного Кавказа. Все-таки спасибо большое Юнусбеку Магомедовичу, что он принял участие. Принял нас здесь как гостей, и все-таки, я думаю, это дополнительный все-таки импульс будет для нашего инспекторского состава. Одна из машин останется у нас в Ингушетии. Мало кто знает о работе в регионе подразделения Росрыболовства. С начала года сотрудники зафиксировали более 200 правонарушений. Чаще всего нарушителей ловят в рыбоохранной зоне. Задачи у подразделения довольно ответственные. Следить за порядком, чтобы прибрежные зоны были в чистоте, чтобы наши реки были в сохранности. У нас в республике более 20 рек федерального значения, хотя они не самые огромные, но все равно их надо беречь и приумножать. Есть у нас и реки крупные, как Асса, как Сунжа и так далее. Вот этим мы в основном и занимаемся, охраной и движением. Благодарен, доволен, что отделу дали машину, это не мне, это служебная машина, которая должна использоваться для служебных целей. Поэтому, конечно, это нам большой плюс, это материально-техническое обеспечение. Уже будем более передвижны, будем более мобильны. Конечно, если сказать рады, да, рады. Мурат Басиров, как, впрочем, и все его коллеги, этим машинам не нарадуются. Ведь ежедневные рейды по борьбе с браконьерами и другими нарушителями правопорядка теперь станут не такими утомительными, поскольку чаще всего им приходится ездить по бездорожью. А машина отвечает не только этим параметрам. На побережье, в высокогорных районах гор. Поэтому данный автомобиль необходим просто в нашей работе. И тем более сейчас он более усовершенствован. Здесь присутствует и подогрев сидений, и кондиционер. Зачастую приходится работать в таких условиях, при которых эти новшества автомобиля будут способствовать лучшей работе. Это будет стимулировать еще больше, лучше работать инспекторов, так как большая честь, чтобы инспекторам вручал глава республики такие подарки. Работали лучше, еще лучше будем работать. И когда новая машина, конечно, уже не боясь, может выезжать на любые места. Любые, как говорится, у нас мы ездим не по трассе, а по бездорожью. А эта машина нам необходима для таких целей, именно для рыбоохраны.
Важность работы сотрудников переоценить достаточно трудно, ведь на их плечах лежит ответственность за безопасность водных объектов, в том числе следить за незаконным отловом рыбы в нерестовый период. Поэтому сотрудники управления даже сейчас торопятся вновь на службу. Зелимхан Калоев, Адам Далаков, Новости 24.